Детская библиотека района Биржансал представляет вашему вниманию видеопрезентацию и обзор литературы, посвященная поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Здравствуйте, дорогие читатели! 15 февраля все прогрессивное человечество отмечает 115 лет со дня рождения героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь» Мусы Мустафовича Джалилова, Мусы Джалиля. Его жизнь стала примером мужества и героизма, беззаветной преданности Родине и веры в победу. Муса Джалиль родился в Оренбургской губернии в селе Мустафино в крестьянской семье. 13-летним мальчишкой ушел на гражданскую войну. Там же начал писать свои первые стихи. В 27 году он поступил в МГУ на этнографический факультет, чтобы учиться на литературном отделении. Стал редактором детского журнала «Маленький товарищ», который издавался на татарском языке в городе Москве. Потом был редактором детского журнала «Октябрь Баласы». В то время Джалиль очень много писал для детей. Заведующий литературным отделом искусства газеты «Коммунист» на татарском языке, которая издавалась в Москве. Предвоенные годы жизни Мусы Джалиля связаны с Союзом писателей Татарской ССР. Он был назначен ответственным секретарем, заведовал писательской частью Татарского оперного театра, а потом была Великая Отечественная война. 1941 год стал переломным и для поэта. Муса Мустафович настойчиво просился на фронт и, получив на специальных курсах знания старшего политрука, был отправлен на передовую. Сначала Ленинградский фронт, затем Волховский. Все время среди солдат, под обстрелами и бомбежками. И все-таки он писал. Это были статьи для газеты «Отвага» и письма домой. Письма любви, нежности и веры в победу. Любанская операция 1942 года трагически оборвала писательскую карьеру Джалиля. На подступах к деревне Мясной Бор он получил ранение и, потеряв сознание, попал в плен. Герой всегда остается героем. Тяжкие испытания или ломают человека, или заставляют, или закаляют его характер. Нашел силы в себе бороться с врагом и Муса Джалиль. Фашисты пытались переманить военнопленных на свою сторону. Обещания были заманчивы. Но самое главное, появилась надежда остаться живым. Муса решается войти в состав комитета по организации подразделений предателей «Идиль-Урал». Такое имя получило бы государство, которое должно было быть организовано после победы этого легиона. Но планам фашистов не удалось сбыться. Противостоял им небольшой подпольный отряд, созданный Курмашевым и Джалилем. Первый отряд татар и башкир, отправленный на фронт под Гомелем, повернул оружие против фашистов. Точно так же закончились все другие попытки фашистов использовать отряды военнопленных против советских войск. Гитлеровцы отказались от этой идеи. Концлагерь Шландау оказался роковым в жизни поэта. Нашелся провокатор, который доложил о готовящемся заключенными победе. Среди арестованных оказался Муса Джалиль. Предатель указал на него как на организатора. Распространяемые Мусой стихи собственного сочинения и листовки призывали не падать духом, сплотиться для борьбы и верить в победу. Одиночная камера тюрьмы Моабит стала последним пристанищем Джалиля. Пытки и сладостные обещания, камера смертников и мрачные мысли не сломали стержень жизни. Его приговорили к смерти. 25 августа 1944 года в Ледзанзии его и его соратников, среди них был наш земляк Ахат Аднашев, который родился и жил в городе Степняке до войны, были казнены. Первые послевоенные годы стали черной страницей для семьи Джалиловых. Мусу объявили предателем, обвинили в измене Родине. Поэт Константин Симонов способствовал возвращению доброго имени поэта. Ему в руки попала тетрадь, написанная на татарском языке. Именно он перевел стихи, автором которого был Джалиль. Более сотни стихотворений татарского поэта оказались стиснуты в два небольших блокнотика размером в ладонь. Предчувствуя близость последнего часа, Муса передал рукопись своему сокамернику, бельгийцу Андре Тиммермансу. Тот сумел сохранить стихи
и передать советское посольство консулу. Таким окружным путем они попали на родину. Первый раз стихи увидели свет в 1953 году. Они были выпущены на татарском, родном для Джалиля языке. Через 2 года выпуск повторяется на русском языке. В 1956 году Муса Джалиль был удостоен звания Герой Советского Союза посмертно, через 12 лет после казни. В 1957 году его посмертно наградили Ленинской премией за сборник стихов «Моабитская тетрадь». В «Моабитской тетради» Муса Джалиль писал, что надеется через стихи вернуться на родину, к своему народу, заставить саму смерть свою прозвучать песней борьбы. Его надежды сбылись. Имя Мусы Джалиля, его книги сегодня близки и дороги миллионам людей. Есть еще жизнь за смертью, жизнь в сознании и памяти народа. Давайте еще раз вслушаемся в строки, написанные в застенках фашистской тюрьмы. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть не велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит.